Почти 4 года идет полномасштабная агрессия России против Украины, полномасштабная война. И хотелось бы спросить, что изменилось по сравнению с началом в 2022 году и сейчас, когда почти 4 года прошло, что изменилось глазами с земли, глазами изнутри войны? На самом деле изменилось все. Даже вот сегодня мне был задан вопрос, вот спрашивают, ты поехал, что ты там увидел? И мой ответ был простой. Я вернулся больше года назад. И если бы сегодня мы использовали ту же самую методику, ту же самую тактику, которую использовали тогда, мы при боевых выходах мы бы просто погибли. То есть настолько все быстро меняется. То, чтобы понять, как это все меняется, то если возьмем 22 год, мы могли выйти спокойно в серую зону работать, группа, допустим, 3-4 сапера, и столько же там, или там 5-6 вместе с нами разведчики с группы прикрытия, которые прикрывают нашу работу. Серая зона – это не часть земли, и спокойно работать. Ну, в лучшем случае тебя заметит «Орлан», под себя мажет минометка, артиллерия, где-нибудь выйдет танчик или какой БМП, БТР, про который мы не знаем, где-то там стоит, заметит, себя обстреляет. Но это не самое такое. То есть вроде тогда казалось, это уже Армагеддон. Плюс еще попадешь иногда под перекрестный обстрел между своими и врагом, между своими и своими, такое бывало. То есть тогда еще было, ну, казалось страшно, но если сравнивать с теперешним, то это было как бы прогулка по Гедемину проспекту. Есть уже конец 22-го, начало 23-го, уже началась как бы артиллерийский огонь достигал примерно соотношения 1 к 1. Плюс уже появилось много дронов. То есть это не так, как сейчас, но уже начали появляться дроны и била артиллерия. Самое плохое, когда по тебе бьет артиллерия, тебе надо только сориентироваться, где она попадает. Ну, допустим, эти грады, артиллерия, там могут бомбы кассетные применить, где это срабатывает, и когда тебе уйти с этого квадрата. Уже когда достигает огонь 1 к 1 соотношения, уже трудно сообразить, то ли это выход, то ли это приход, то ли это наши выстрелили, то это к нам прилетело. Ты только работаешь, бах, бах. Уже начинается такой хаос. Когда начинают еще над тобой за 2-3 часа работы пролетает 15-20 дронов, это еще больше напрягает, потому что ты не знаешь, чьи эти дроны. И первые 3 дня такие вот выходы в таких условиях работы становятся такими стрёмными. Ну, то есть напряженка. Потом привыкаешь, знаешь, на что обращать внимание, знаешь, на что не обращать внимания, но уже мы еще могли работать в дневное время. 23-й год, к концу 23-го на 24-го уже началось то, что, как в этой поговорке, больше 3 не собираться. То есть, если в одном месте заметят 2-3 человека, уже туда может быстро прилететь или снаряд, или минометка. Дроны еще так не атаковали, как сейчас. То мы планировали выход уже при условии... То есть, каждый выход ты обговаривал до мелочей. То есть, если будет то, делаем то, если это... Ты идешь туда, ты идешь сюда, ты делаешь это. То есть мы приезжаем на точку, машина быстро разгружает, ну, то есть спрыгиваешь, пошел уже, каждый знает, куда ему идти, что ему делать, что делать дальше, если что-то случится. Ну, до таких мелочей, что тебе не надо было бы там на месте кричать: Петя, ты, блин, я тебе там, или ты делай то. То есть каждый уже знал, где точки эвакуации, где, если что-то случится, ну, что такое. Но ты еще мог как-то работать в дневное время. Единственное, что надо уже договориться так, чтобы не были все в одной точке. И моя машина приехала от себя, как это сказать, выгрузила, и когда надо закончила работу, чтобы эвакуация
ни тебе не надо было бы ждать, ни автомобилю, потому что больше 5 минут на одной точке сразу начинает прилетать. И уже надо было, ну, тем поднимался очень большой. Допустим, ты не знаешь, где машина тебя ждет, и это время рассчитать. Допустим, ты видел, машина приехала, а тебе там 400-500 метров еще до этой машины. Ты просто язык до колен, весь в этом, на тебе же вес, запрыгал в этот пикап, и уже ты начинаешь двигаться, уже начинают по тебе стрелять. То есть очень быстро фиксируется это дело. 24-й год, ну, то есть 23-го года конец, 24-го начало, уже мы не могли выйти в дневное время, потому что ну, небо было насыщено дронами, и они уже пытались атаковать. И мы уже выходили в ночное время, то есть где-то днем ты отдыхаешь, в точке места, ну, такого временного расположения, где-то в 12 часов ты выдвигаешься на задачу, где-то через час ты проезжаешь последний блокпост, где-то в километрах 3 от нуля, от последней позиции, ты, ну, не оставляли машину, как правило, берешь водителя, который тебя выгружает и уезжает, и потом забирает. И последних уже там 2-3 километра до позиции ты идешь пешком, потому что на позицию машина не заедет, она будет уничтожена. Примерно так. И в то же самое принципом ты уже возвращался. То есть начинает немножко светать, уже начинают дроны активнее летать, и ты уходишь с опасной зоны. Ну, еще мы могли работать, ну, выполнять инженерную разведку так, как она представляется, только уже в темное время, да, там проверить, нет ли мин, проверить какие-то точки, проверить какие-то позиции и так далее. Войти в серую зону и все такое. Уже, как сказать, в 2024 году даже ночной выход уже занимал, как это сказать, расстояние было так, 4-5 километров до нуля. Уже была опасная зона, даже ночью. Примерно как-то так. Сегодня это выглядит совсем по-другому. То есть даже то, что мы ходили ночью, сегодня нас не спасло бы. Сейчас выходы выглядят примерно так. Ротация производится только в плохую погоду. Дождь или туман. Ты зашел на позиции, на позициях ты будешь столько, пока опять не получится плохая погода. Особенно в летнее время люди на позициях бывают по 2-3 месяца. Там просто и живут. То есть эвакуация уже производится только с помощью колесных или гусечных роботов. Машина, как раньше еще, когда я работал, допустим, кого-то надо эвакуировать с нуля, да? Кто-то пораненный, находился какой-нибудь доброволец, который садился в бронированный какой-нибудь автомобиль, быстро долетал до позиции, там раненого загружали и его эвакуировали. Сейчас это бесполезно, потому что ни одна машина, ну, реально не доедет, она будет уничтожена. И то вот такая эвакуация в то время – это 2-3 попадания дрона. Просто машина выдерживает. Сейчас уже это не работает, только роботы, колесные, гусечные. А вся логистика тоже держится или на роботах, или на тяжелых дронах, которые доставляют воду, пищу, медикаменты. Опять же, на этом этапе войны ты даже раненого не можешь так легко эвакуировать. То есть, если он может, ждет, если не можно, на какой-нибудь робот его ложат и вывозят оттуда, потому что заехать невозможно. Если медик грамотный, хорошо обученный, он может какие-то такие более сложные процедуры провести в окопах. То есть уже то, что работало в 2024 году, в этом году не работает от слова совсем. И если, допустим, в 2024 году там, ты можешь там где-то с позиции выйти, хотя замаскировавшись, и как это объяснить, ну, по нужде или там по каким-то другим делам, зайти к смежникам,
спросить, как у них дела, или там еще где-то, ты все равно знаешь, где что. Сейчас люди на позициях даже головы не высовывают. Если только враг вычислил, где ты сидишь, тебе сразу надо, то есть по тебе уже начинают стрелять. Как только по тебе начинают стрелять, это значит, что тебе надо менять позицию. Иначе ты будешь уничтожен. Или тебя будет задолбит артиллерия, или задолбят дроны. И все. Ты зашел на какую-то позицию, это может быть подвал, это может какое-то здание, это может какой-то блиндаж. Даже робот не может подъехать, потому что увидит, куда засветится. Дрон тоже не может рядом увидеть, где ты сбрасываешь, засветишься. Ты должен... Они где-то сбрасывают себе там воду, пищу, там, боеприпасы, лекарства. Ты выбираешь не в момент, когда рядом нету дронов, чтобы быстро подскочить, все это забрать. Потому что если твое место засветят, под себе откроют огонь, тебя очень быстро уничтожат. Вот так сейчас примерно выглядит фронт на сегодняшний день. Плюс, если взять линию обороны, то сейчас как такой сплошной линии обороны нет. То есть в среднем, если взять километр фронта, защищает или на позициях бывает от 4 до 12 человек. Это в зависимости от того, насколько активные боевые действия. Если там боевые действия очень активные, будет больше людей. Если боевые действия менее активные, будет меньше людей. Примерно как-то так это выглядит. И когда там нету сплошных линий, где-то здесь закреп, где-то здесь закреп, где-то там закреп, между этими закрепами находится, то есть зона, где можно пройти, и наша сторона, допустим, тебя не заметит. Они используют эти всякие антидроновые укрытия, чтобы термокамеры не заметили, все такое. И если они нашли где-то какую-то лазейку, они какой-то заходят в тыл и где-то в какой-то точке накапливаются. По 2, по 3 человека, примерно так группы идут. Как накопились, они пытаются захватить какой-то там район, деревню там, или какие-то здания, или проводят диверсионные работы уже со стороны тыла. То же самое, если взять российскую сторону, никто не сидит вот так сплошных, как было раньше, да, сплошная линия обороны. Просто в России намного больше людских резервов, и они или вот таким путем накапливают, да, по 2-3 человека, то есть 2 прошли, закрепились, ага, значит, эта дорога еще 2 там. И если украинцы не заметили, они накапливаются там до 25, до 15, чтобы проводить какие-то там операции. Если украинцы их засекли, они пытаются обрезать им логистику, потому что когда ты идешь вглубь, даже на несколько километров, ты с собой много не возьмешь. Да? Это движение ночью, это там какой-то 1,5 литра воды, там несколько консервов, там патронов к себе, и даже труп не возьмешь противотанковых или чего-то. То есть все на легкую. И когда они уже закрепляются где-то, им уже с дронов туда скидывают что пищу, что питание и так далее. Но там же тоже принцип такой же, как и у украинцев. Если засекли, где сбрасывают, значит, там где-то они находятся. Пытаются их обнаружить и уничтожить. И вот это так вот работает. И в одной стороне, и в другой. Что взять, вот как мы видели вчера на видео, как Покровск типа заходит там чуть ли не колонна на этих битых там мотоциклах, там машинах, хрен пойми, как с фантастического фильма и все такое, то да, такие моменты бывают. Это используется в основном плохая погода. Вот когда плохая погода, идет замена людей с одной стороны и с другой стороны. И с российской стороны пытаются где-то вот направить такую колонну, потому что дроны не сильно замечают, и закрепиться. И если украинцы заметили, допустим, не сильно могут работать дроны, тогда работает артиллерия. Там, где дрон плохо видит, но хотя бы он зафиксировал, где движение. По тем местам отрабатывает артиллерия, там системы залпового огня, те же самые дроны, там немножко ниже, может, летают, насколько это можно. И если они где-то при таком количестве закрепились,
то это только одна проблема. Или не хватило операторов, которые работают, как это сказать, операторов дрон команд, или не хватило самих дронов. То есть количество было столько, что не успевали бить, и не хватило дронов. И им повезло, удалось зайти и закрепиться. Вот так сейчас выглядит этот фронт. Даже если мы возьмем Покровское, вот сейчас направление, если со стороны России они пытаются очень сильно перехватить контроль этих подразделений, которые стоят в Покровске, там немножко севернее, то украинцы пытаются, наоборот, их оттеснить, чтобы иметь логистику. Если взять Покровск, Покровск – это практически город серая зона. То есть, если с одной стороны города стоят украинские, в северной части какие-то подразделения, то с нижней части будут российские, весь город в серой зоне. Если где-то проходят какие-то группы, и кому-то повезло где-то, это этим группам очень повезло. И поэтому, даже если мы возьмем соотношение в Покровске, как я говорил, соотношение артиллерии – это 1 к 8. Соотношение живой силы примерно 1 к 8 в пользу России. Если мы возьмем соотношение дронов, это 1 к 2, 1 к 3 в пользу России. То есть, если по количеству, то Россия в преимуществе. Но сколько времени они могут взять Покровск? То есть, в качестве работы, не в количестве всего, а в качестве работы преобладает Украина. То есть они меньше стреляют, но они более точно стреляют. Они используют дроны тоже намного лучше, чем используют русские. Да? Единственное, что русские очень сильно учатся. Там есть это подразделение, как оно, Рубикон. Вот там, где работает Рубикон, там очень сильное, как говорится, очень хорошее обеспечение этого подразделения. Это подразделение собрано из действительно очень высокого уровня профессионалов. И там, где оно работает, украинцам действительно очень сложно. Но это не значит, что они по всему фронту и везде. То есть есть отдельные участки фронта, где их нет. Значит, там будет работать меньше и легче украинцам. Там, где они используют это подразделение, потому они тоже ее по частям, там где-то какое-то подразделение, из этого Рубикона какая-то часть тут, какая-то на этом фронте, то там, где они работают, они очень, как говорится, на высшем уровне, и имея преобладание в количестве дронов, ты можешь намного больше что-то сделать. И, допустим, уже доходит до того, что дроны воюют с дронами, да, дроны перехватывают, дрон дрона перехватывает. Допустим, заметили какой-то, допустим, дрон-разведчик, его пытаются таким же дроном попроще уничтожить. Вот примерно такая сейчас выглядит война. Что и дальше куда будет идти, это будет дальше война дронов. Единственное, что еще на сегодняшний день не сильно внедрен искусственный интеллект, да? То есть они захватывают цель, они могут уже дальше идти до цели, и уже им никакие ребы не страшны. Это одно, оптоволокно – это второе, тоже кроме этого помпового ружья или дробовика, как говорят, против этого дрона с оптоволокном других средств нет. Те же самые, которые имеют часть искусственного интеллекта, захватывают сверху цель. Уже дальше он может идти, это то же самое, как оптоволокно. Его уже ничем, ему не надо связи ни с операторами, ничего, он идет просто на цель. Но нету системы, чтобы управлять, стаей. То есть, второй момент, что фронт настолько переполнен дронами, что они устраивают засаду. То есть, где-то дрон-разведчик заметил какие-то дороги, логистика, где-то там проходит ротация, но не знают, где точно. Более-менее, потому что закапываются все подземелья, там подвалы и так далее. И даже по туалетным делам оттуда никто не выходит.
Они туда, как это, дрон-матка прилетает, вставляет 2-3 дрона, сама остается как ретранслятор, или ставят другой дрон как ретранслятор. Когда они стоят в положении режима, они очень много времени могут ждать. И они просто ждут свою цель. На земле имеется. Да, на земле свою ждут. Есть же видео, где находят таких. Да. И это используется что одна сторона, что другая. Это ни для кого не новость. И как только заметили какой-то автомобиль, какое-то движение, сразу атакуют. И это ничего тут такого удивительного. То есть я на фронте все это прекрасно знаю. Единственное, что еще есть такой момент, если раньше, допустим, вот при мне считалось там мертвая зона или килл-зона, там, допустим, вот это вот расстояние 3 километра, говорю, идут до нуля, да, там 5 километров идут до нуля, то сейчас это расстояние достигает 10-15 километров, а в некоторых участках фронта это достигает примерно 20 с верхом километров. А дроны-разведчики достигают и 50, и 60 километров. Если где-то они заметят скопление техники какой, военную технику или как это, в одном месте, как это, школа, училище или там какой-нибудь интернат военных, да, то сразу туда прилетят ракеты. Поэтому военные тоже уже, допустим, в домиках могут жить, в каких-то подвалах, в лесопосадках, блиндажи, но очень, рассыпано, чтобы нельзя было зафиксировать и так далее. Вот примерно это выглядит сейчас вот так. Все, что вы говорите, мне кажется, означает, что там почти 4 года назад были одни совершенно требования к людям и к техническому обеспечению, а сейчас абсолютно другие. И при этом они выше, сложнее. В том смысле выше, что они гораздо сложнее. И в этом смысле даже тяжелее эти требования к людям. И боевое оборудование, приборная часть вся, да, она тоже гораздо сложнее. Она сверхтехнологична. И насколько бойцы готовы вообще? Они же, приходя на передовую, они должны абсолютно всем владеть. Какова подготовка? Смотрите, если мы берем штурмовые подразделения, там еще идет какой-то отбор людей, потому что тогда на выдержку. Это сейчас пройти до каких-то там 6 километров или 8 километров, на себе нести даже минималку, там автомат, патроны воды, там несколько консервов, это надо иметь, а еще проводить штурмы. То есть там уже отбирают более мотивированный материал, идет более выносливый, но таких как штурмовых подразделений уже мало осталось. В среднем штурмовик может прожить от 8 до 12 штурмов. Вот я сейчас был, когда на этой неделе, на прошлой неделе был в Украине, там один из инструкторов был человек, пацан, пацан, где-то ему около плюс-минус 35 лет, он в штурмах пробыл 22 штурма. Это редкость, чтобы человек участвовал в 22 штурмах и не был бы тяжело ранен или не был бы убит. Это редкость. Я встречал человека, который прошел 35 штурмов. Это раньше еще, когда при мне было. То штурмовые подразделения, их остается мало. Больше готовят на закреп. То есть, если они где-то что-то, позицию заняли, идут в закреп. В закреп идет такой средний материал. Бывшие пораненные. Так, люди, которые только призываются, да, на закрепление. То есть, они, может, кривые, косые, там еще такие. То есть, физически не сильно. И 500-е, которые где-то покинули позиции, потом поняли, что все равно им деваться нет, или посадят, или на войну, они приходят сами. И, как правило, такие люди не очень плохо воюют. Плохо воюют те, которые, которых ловят, вот как мы довольно часто видим, говорят, вот АЦК там на улице просто всех. Сколько я был, и сейчас никто нас не ловил, никто наши документы ни в Киеве не проверил, ни там, где мы были, в городе другом, никто не проверяет. Там, если ловят, то, допустим, такого 500-го, который сбежал с позиции, у него статья уже
идет, и который скрывается. Да, его нашли где-то, приехали, запихают в машину и увозят. Но это, опять же, работает пропаганда, преподается, что там всех на улице ловят, там всех через силу гонят. Нет, таких нету, но с этих людей, ну, очень плохой материал. Если один раз покинули позицию, и они могут и второй, и третий. Так вот, таких людей готовят больше к закрепу. То есть где-то штурм зашел, они закрепились, но там тоже не так легко выжить. Ты зашел на закреп, ты сейчас будешь на закрепе там и там месяц, может, полтора. Ну, вот как сейчас, вот, допустим, осеннее-весеннее, там больше дождей, больше тумана. То есть ассоциацию можно быстрее произвести. А в летний там дождей практически нет. Ты зашел, можешь все лето просидеть, там 3 месяца. Допустим, мне пришлось разговаривать с человеком, который, ну, там приехал как бы инструктором. Он говорил, я на закрепе просидел 3 месяца. Ну, 3 месяца сверху. Говорю, как? Ну, даже животное привыкает ко всему, человек тоже. Вот примерно так это выглядит. И вот такой материал. Приходилось работать, немножко посмотреть, как колумбийцы работают. Ну вот с колумбийцев очень можно слепить хороших бойцов. Они очень дисциплинированные, очень порядочные, они маленького роста. И я не могу понять, насколько они мотивированные, но в обучении это намного легче с ними работать, чем работать вот с теми людьми, которые вот готовятся к закрепам. Да? Вот мы видели группу, готовится к закрепу, как она готовится, как тяжело с ними работать, и группу, как работают колумбийцы. Но они все ловят на лету. В чем мотив их? А? Мотив. Не могу понять мотив, но они учатся, они себя отдают. Не надо по 10 раз объяснять, почему там надо делать так или почему. Им сказал, и они очень быстро к этому это изучают. Единственное, что проблема, возможно, переводчиков не хватает, из-за этого проблемы с бумагами, каким-то со здоровьем, когда он с боевых вернулся, ему, допустим, где-то как-то спина, возможно, еще пока решат эти вопросы, языковой барьер, они не знают ни русского, ни украинского, с украинской стороны тоже единицы, кто понимают. Это вот нам повезло, у нас был человек, который хорошо знал испанский язык, мы с ними пообщались. Но это было короткое время, там некоторые проблемы надо было порешать, поэтому мы с ними поработали. Вот с этим контингентом можно работать. А так, ну, тяжело. А что дальше? Что дальше? Трудно сказать, что будет дальше. Тут еще, ну, как сказать, у русских очень много фарша. Они могут давить. Техники практически не осталось. Все, что мы видели тут вчера или это, как они заезжали в Покровск, это основное. Мотоциклы, какие-то там старые «Жигульки», перепиленные, перерезанные буханки там и все такое. Да и не зайдет там никакая техника. То есть еще если на быстрых мотоциклах ты можешь проскочить быстро где-то, забежать в какую-то позицию, там лесопосадку, там блиндаж, то что возьмешь броневую, особенно вот в такую погоду, он тяжелый, он застревает, он медленно идет. Это, как говорится, медленно ползучая черепаха. Они иногда используют там всякие, ну, типа обшивают там как черепаха, все такое, там, что только не придумают, но это не сильно помогает. Но если там стандартно там надо 4-5 дрона уничтожить, то там, как ни обшивай, будет больше просто дронов на это пойдет. Не 4-5, а там 10, 12, 15. Но все равно тебя уничтожит. То есть никакая броня там не зайдет. Чтобы использовать броню, надо очистить небо. Что значит очистить небо? Какая-то команда дронистов с одной стороны работает, и команда дронистов с другой. И в основном это идет больше охота одни на других. Если мы в этом районе, на вражеской территории, уничтожили больше команды дронистов, значит, мы где-то очистили больше неба, значит, враг будет меньше на этом участке использовать дрона.
мы можем использовать больше. Значит, здесь мы можем как-то продвинуться. Это что с одной стороны используется, что с другой такая тактика. То есть дронисты охотятся на дронистов. И весь фронт в основном и держится на том, сколько ты имеешь команд подготовленных, сколько имеешь дронов, и насколько эти профессионально, команды профессионально подготовлены. Вот это как-то так. То есть все больше война вот этих команд, вот этих войск, не просто команд, а уже тогда, когда это все разрастается, масштабируется до войск. И, по-моему, русские уже создали такой вид войска или род войск. Вот только что было об этом объявление. Насколько, я бы сказал, сторона вот наша здесь, НАТО, насколько она сейчас вообще адекватна? Насколько она это понимает и как быстро может меняться? Как тут сказать? У нас все надеются НАТО, там нас защитит, нам поможет и все такое. НАТО пока использует очень технологичное, высокоточное оружие, но очень дорогое. Дорогое оружие на долгую затяжную войну не хватит. Это раз. Хорошо, если эти удары будут, первые дни и очень сокрушительные. Решающие. Это было бы хорошо. Но сможет ли НАТО на это пойти? Получим мы такую помощь или нет? Если мы такую помощь получим, то все будет хорошо. Если мы такую помощь не получим, где у нас план П? То есть Б. У нас план Б только начинается, вот сейчас готовят где-то дроновые команды, создаются дроновые подразделения. Это в Литве уже начинает понемножку тяжело, со стонами, со скрипами, что-то начинается двигаться. Польша тоже начинает. То есть здесь, в приграничных этих странах, это начинают понимать. Насколько это понимают в Германии, мне сложно сказать, но нам всегда надо готовиться к двум сценариям. План А нам помогут, и план Б мы остались одни. История, как всегда, повторяется. Смотрите, партизаны наши, они тоже пошли в лес, надеясь, что нам Америка поможет. Сколько там они сражались, пока их всех не перебили. То есть надеяться на кого-то, конечно, надежда – хорошая вещь, но лучше всего надеяться только на себя. Вот когда ты на себя надеешься, тут, опять же, вот такой интересный момент. 22-й год, 23-й год, Запад, НАТО, всегда мы даем то, мы даем это, хотя это еще не дошло, но уже преподавалось, что мы дали. Так? Россияне сразу знали, сколько чего получит Украина. И они сразу к этому готовились. И из-за этого и устроили линию Суровикина, потому что те дают это, там танки какие-то, там еще что-то идет. И они сильно испугались, что могут не сдержать фронт, и построили линию Суровикина. Сейчас информация такая не идет. И трудно понять, насколько Украина чего получает, насколько чего не получает. И у тебя, если есть более-менее какие-то связи с людьми, которые на фронте, ты можешь спросить, какое соотношение людское, какое соотношение артиллерии, что нового пришло, что нового не пришло. Но уже что западные страны, что Украина уже не подает, чего мы получили. Или там, какими ракетами мы ударили там по какой-то нефтеперерабатывающей. То есть уже такая информация не идет. И трудно понять, то есть больше идет, там Германия выделила столько денег, а на какое вооружение оно пошло, как оно пошло, сколько получило, это сложно. То есть война много чему учит, и тут трудно сказать, что будет дальше, как все повернется. Единственное, что людских ресурсов не хватает. Даже на больших участках фронта, как Покровск, соотношение, что в людской силе, что в артиллерии в пользу России. Единственное, что украинцев соотношение в качестве, а не в количестве. Вот на этом как-то и держится фронт. И тут предсказать, как все повернется, практически невозможно. Логичный, по-моему, вопрос. Вот если агрессия с востока
такого качества, как вы сейчас рассказали, приходит сегодня или завтра, буквально сегодня или завтра, мы готовы? Нет, абсолютно нет. Дроны могут перекрыть расстояние 20 километров. Это значит, вся наша теперешняя система, которая, ну, подготовка и все такое, будет уничтожена, не доходя до линии соприкосновения. Мы не имеем таких ни количества, ни такого уровня подготовки в своих вооруженных силах, как имеют те, которые сегодня воюют. Ну, это можно сказать нормально, да. Но мы не воюем, мы, может, не имеем представления. Некоторые еще думают, что мы тут шапками, на ура возьмем шапками, закидаем, надо нас тут защитить. Но на самом деле, если мы остаемся без помощи НАТО, все будет уничтожено, не войдя в соприкосновение, огневое соприкосновение, что вся броня, что живая сила.